Кто таков Юсуп Хаджи Темирханов? Выдающийся герой, обыкновенный чеченец, лицо, настоящее лицо чеченского народа, настоящего чеченца. Кто он? Говорить о Юсуп Хаджи Темирханове позавчерашним днем, или же до 2011 года, до тех пор, пока он был задержан, у меня нет никакого представления об этом человеке. Я его не знал и не знаю. Но вот в кого он превратился, начиная с 2011 года, и уже последняя точка была 3 августа поставлена, когда объявили о его гибели. Вот с этого момента он стал символом героя. Он является таким символом чеченского героизма. Вот та молодежь и те люди, которые вышли чествовать Юсупа Темирханова, они чествовали всех героев, погибших, павших в этих двух войнах. Поэтому сегодня он является символом мужества, героизма и чести чеченского народа. И вот я уверен, что бы как бы ни выяснялось в последующем, что бы ни произошло, вот в историю он уже вошел как национальный герой. И вот таковым он останется. Вот уже сегодня, позавчера я сказал о том, что будут слагать. Я сейчас это говорю не потому, что хочу отметить свое провидение или что-то. Я сказал, о нем будут слагать песни или. И вот сегодня, уже через 3 дня, столько стихов и столько песен сложено о нем, это просто поразительное дело. Вот это говорит о том, что народ, вот ностальгия, да, люди были настолько подавлены той несправедливостью, в котором они оказались, где они не могли назвать черное черным, белое белым. А вот в случае с Темирхановым, вот этот эмоциональный всплеск общества, он забросил какую-то, то, что вот сразу все, кто имеют какой-то дар от Всевышнего слагать песни, сочинять стихи или прозу, они как один включились в этот процесс и создали такие-то шедевры. Это на самом деле, этому феномену у меня нет объяснений, кроме того, что я сказал в самом начале, что это начало возрождения чеченцев как народ, как нация. Потому что то, что произошло и мы видим, это является не разобщающим чеченское общество, а объединяющим и делающим его сильным и монолитным, который в последующем, я уверен, что вот этот закал и заряд, который получили молодые люди и все чеченцы, которые находятся по всему миру, распределены, вот этот заряд, он не пройдет без последствий. Я абсолютно уверен в этом. Я не знаю, как и в какой форме будет идти развитие, но что будет иметь это развитие, я не сомневаюсь. Ахмед, твои слова ломают заготовленный мной к сегодняшней беседе план. Я задам, возможно, неожиданный для тебя и наших зрителей вопрос. Исходя из того, что ты говоришь, я могу сделать вывод, что Темирханов в одночасье из простого чеченского парня превратился в знамя, в эталон. Естественно, у Юсупа были великолепные душевные качества, позволившие ему стать героем чеченского народа, всего Кавказа и всех людей, которые дорожат честью, свободой. Известно и понятно, что знаменем и эталоном не только любуются и гордятся, поют песни, но и следуют ему, стремятся походить на этот пример. Вопрос, не стоит ли теперь лицам, силовикам, военным, совершившим многочисленные тяжкие преступления в Ичкерии, в других частях Кавказа, в Украине, Крыму, бояться стать продолжателями ускоренного пути Буданова в гиенну? Каков выход из этой не самой лучшей ситуации? Есть ли он? Являются ли Эльза Кунгаева, Юсуп Хаджи Темирханов, Юрий Буданов
исключительным явлением или есть какая-то неслучайность, логика в этих трех взаимосвязанных, истекающих одна из другой смертях? Я об этом и говорил в предыдущих каких-то наших беседах, не только с вами, но и в общении с средствами массовой информации, о том, что война в Чечне не закончилась, противостояние в Чечне не закончилось, не завершилось. И оно не завершится до тех пор, пока не будут призваны к ответу все те военные преступники, совершившие чудовищное злодеяние на территории Чечни против чеченского народа. Оно не завершится. И теперь, я думаю, здесь очень уместно вот этот треугольник, да, обозначить. Русский полковник Буданов, чеченец Тимирханов и чеченка Эльза Кунгаева. Эльза Кунгаева является, она уже стала и является символом всех жертв этой войны. Насилие российской армии. Потому что то, что с ней произошло, оно стало таким общественным достоянием. И в мировой прессе, и в российской, и в чеченской. Это стало как бы... Но у нас остались тысячи таких Эльз, о судьбе которых мало кто знает. Но есть люди, которые об этом знают, помнят и не забыли. И Буданов не просто один из участников войны. Буданов — это персонифицированное зло русско-чеченской войны. И поэтому и Тимирханов, как уже символ героизма и мужества, вот этот треугольник. И я уверен, что с гибелью Тимирханова в чеченском обществе появились десятки тысяч Тимирхановых, которые будут готовы по-своему поступать для торжества справедливости. И поэтому были призывы и Джохара Дудаева, и Аслана Масхадова, и призывы нашего правительства, и всех тех, кто каким-то образом отслеживает ситуации в России и в Чечне, учредить трибунал и призвать к ответу за эти преступления людей в соответствии с принципами и нормами международного права, чтобы такие одиночки Тимирхановы на свое усмотрение не совершали возмездие. А что это будет, у меня нет никаких сомнений. Чеченцы — это уже не те чеченцы, как 200 лет или 300 лет назад, которые один этот чеченский писатель сказал, почему чеченцы не мстят русским. И там было высказывание одного древнейшего нашего старика, мудреца. Он сказал, что потому что чеченцы не воспринимают русских как людей. Они к ним не относятся как к людям. И он сказал, наступил сегодня момент, когда чеченцы русских считают людьми, и что они будут спрашивать за те злодеяния, которые они совершают в Чечне. И вот как бы подтверждение этим словам на самом деле и произошло убийство Буданова. И я думаю, что вот те похороны, и то, что мы видели, вот эту молодежь, она в принципе, они его тоже не знали. Многие из них его никогда и не видели, и не знали. И вы обратили внимание, даже с 2011 года, как только появилась его фамилия, вроде бы не было никакой реакции со стороны чеченцев и чеченского общества. Все молчали. Но это был принцип «не навреди», да? Но когда его уже не стало в живых, и вот выход этих чеченцев, чеченской молодежи, это попытка продемонстрировать свою сопричастность тому, что сделал Тимирхан, убив Буданова. Потому что в лице Буданова они видели, как я говорил уже, олицетворение зла, которое эта молодежь испытывала, и в каждой семье это каждый день обсуждается, если это еще не выносится публично. Кто Буданов для русских? Герой или убийца беззащитной девушки? Потому что невозможно быть одновременно и героем, и убийцей беззащитного человека. Так вот, кто Буданов для русских? Сегодня я уверен, и я знаю, что в России есть люди, для которых Буданов был абсолютно просто преступником и бандитом. Я это знаю, хотя
официальная пропаганда и путинисты демонстрировали по центральным каналам России, где выходили старики, пенсионеры и нацисты, и восхваляли его, и провозгласили его российским героем. Но были те, которые это осуждали, и их было много. Кстати, один русский адвокат Маргелов, которого был убит в связи с тем, что одним из защитников был русский. А я знаю, очень хорошо знал Абдуллу Хамзаева, который вел дело со стороны Эльзы Кунгаева. И в принципе, благодаря вот мужеству этого человека, и вот те 10 лет он и получил. И он мне рассказывал, когда мы встречались в Лондоне, весь дом, это многоэтажный дом в Москве, где он проживал, каждый раз, когда он выезжал в Ростов, жители этого дома, русские, они выходили и выражали ему благодарность и просили его не отступать и добиться правосудия относительно этой девушки. Но это тот показатель. Я это говорю в том, что нам все равно придется жить вместе с русскими. Кавказ и соприкасается с Россией. И мы никуда, Кавказ никуда, ни на Луну, ни на Марс, мы никуда не улетим, когда мы даже получим независимость и будем восстанавливать суверенитет на этой территории. Все равно мы обязаны будем жить с ними. И чем раньше русские поймут, что Буданов был бандит, и что все те, которые совершили преступления в Чечне, должны быть осуждены и призвать их к ответу, это тем больше дает возможность нам мирного существования, чтобы вот этот кровавый шлейф истории противостояния России и Кавказа, чтобы на этом поставить точку. Я уверен в этом, и что со временем я уверен, что так оно и будет, потому что в России все-таки, несмотря на сегодняшнее расстроение, сегодняшнюю пропаганду и политику, зреют здоровые силы, которые понимают, отказавшись от имперских амбиций, от имперской политики, возможно, нормальное будущее у этого государства и у этого общества. Поэтому я уверен, что Буданов не должен стать поводом для противостояния, для продолжения противостояния. В лице Буданова я имею в виду всех преступников. Я очень жалею, что я его несколько раз назвал имя, человек уже предстал перед Всевышним, но я говорю о тех Будановых, которые еще не предстали ни перед судом Всевышним и не перед человеческим судом. Они должны понимать, что этот день должен наступить. И те нормальные русские, которые хотят правильного, нормального будущего для России и для российского государства, они должны в первую очередь быть заинтересованы привлечь этих людей к ответственности, чтобы Тимирхановы не совершали то, что совершил Юсуп Хаджи Тимирхан.